посмотрим, да. Я когда этого и говорил, мы все-таки наблюдали бойцов-любителей, бойцы-профессионалы — это немножечко другое. Ну что, появляется Сергей Козлов. Довольно уверенной походкой двигается к октагону. Ну, наверное, по-другому-то и не должно быть. Да, так сразу невооруженным взглядом видно, в какой Сергей отличной физической форме. По его сухой мышечной массе это видно. Вчера, кстати, очень красочное было медийное взвешивание. Тебя, Никит, не было, но я это все видел, вот, как сказать, на близком расстоянии. Да, я не мог присутствовать. Сейчас и вес довольно у нас внушительный, да, до 84 килограммов. Ребята весят. Здесь уже большая вероятность. Нет, Никит, здесь у нас 70 килограмм, а следующий, да, будет уже да. крупные парни уже выйдут. Но все же 70 килограмм вес. Ну, это прилично. Да, это прилично. Мы смотрели Кёкушин, 70 удары, ай-яй. Как говорится, каждый удар может стать последним. Приглашается боец из Набережных Челнов. Встречайте, Эмирхан Эссенов! Ну что, Эмирхан Эссенов. Яркое появление, папаха на голове. Все как положено в лучших традициях кавказского народа. Да. Классно это все смотрится. Я всегда за такие выходы. Вот это все-таки добавляет такого определенного кайфа, что ли, какого-то. Да, это антураж, это энергия. Особенно для зрителя, который, может, в единоборствах не совсем разбирается, именно этот праздник спорта, когда есть возможность увидеть не только бои, но и определенное шоу. Вот это важное замечание, праздник спорта, да, у нас не драки, у нас профессиональное бойцовское шоу сегодня. Так что наслаждаемся. И каждый день выпадает такой шанс. Да, хочется отметить, что для нашего города это мероприятие, так скажем, довольно нечастое, но вот с проведением как раз этого фестиваля единоборств, который ежегодно у нас проводится, так скажем, краски спорта играют все больше и больше. Ну да, все-таки, понятно, что вряд ли, да, фестиваль боевых искусств может составить конкуренцию хоккею, футболу, например, да, но вот ради разнообразия это очень круто. Полностью согласен. Ну что, практически все готово к началу этого поединка. Бойцы в октагоне, как говорится, птичка в клетке. Да, из октагона выход только один, да? Либо на коне, либо на щите, либо под щитом. Да? Ну, вот знаешь, наверное, может быть, слишком немножечко жестковато звучит, но это же так. Туда действительно заходят ребята, которые, все прекрасно понимают и понимают, чем все это чревато. Но на то они и профессионалы. Сергей Козлов. Давай, Никит, что он там по регалиям? Сергей Козлов, город Москва, клуб «Стрела». Чемпион Тульской области по ММА. Призер различных соревнований по ММА. Чемпион Тульской области по грэпплингу. Профрекорд, 2 победы, 1 поражение. Но тут, я как понимаю, он больше в борьбе у нас ориентируется. Ну, борьба не помешает. Мы видели предыдущий бой, в принципе, борьба решила, да? Ну и Эмирхан Эссенов нам его сейчас представляют. 2 боя, 2 победы, да? Не знающий поражения Эмирхан Эссенов. Набережные Челны, клуб «Золотая Орда». Я тоже смотрю, он тоже больше по борьбе у нас так, все по борьбе, у него все регалии, так что схватка борцов у нас будет. Сейчас увидим. А вдруг кто-то удивит и пойдет в удар? Может быть, всякое это ММА. Ну что? Сергей Эмирхан и Сергей. Ну что, готовность номер 1. И знаете, вот хотел бы, пока есть возможность, внимание на болельщиков обратить. Мы уже здесь сколько? Около 4 часов, да, и никто не уходит. Да, зал полон, как и был при начале турнира. Понятно, что, может быть, кто-то подъехал, кто-то отъехал, но вот общее количество, я думаю, мало изменилось. Ну что, понеслась. Сергей Козлов, Эмирхан Эссенов, ММА. 3 раунда по 5 минут нас с вами ждет. Козлов занял центр октагона, сразу так начинает немножечко гонять сейчас по клетке своего оппонента. Вау, лоу, хороший. Ничего не напоминает?
Похожее, да, начало. Там, Да, конечно, удар, да, но также представитель клуба «Стрела» начинает достаточно агрессивно. Чем закончится? Сразу все, борьба пошла. В принципе, это ожидалось. Два борца, так скажем, базовых в октагоне. Да? Сейчас посмотрим. Кто кого переборет. Хорошо, локтями Козлов отрабатывает. Оказывается, он снизу. Эссенов идет в давление. Смотрите. И здесь очень агрессивен Эссенов. Пытается добить он своего оппонента. Очень непросто сейчас Козлову. Тяжело Козлову, да, внизу. То есть тяжело осуществить защиту. Эссенов так хороший напор. Напор. Вот именно берет напором, да, просто наваливается. Удары с разных сторон, забирает спину. Сергей встает. Посмотрим дальше, как будут развиваться события. Защищается Козлов. Эссенов левой рукой продолжает голову оппонента обрабатывать. Колено попытался подключить. Но Эссенов сейчас доминирует. Козлов, я смотрю, так тяжело приходится пока на данный момент. Но это ММА. Это ММА, все может быть. Смотрим дальше. Сейчас такая позиционная борьба идет. Каждый... Ну, как ты и сказал, да, борцы сошлись. Вот сейчас Да. вот такой вот момент борцовский именно. И вот тут тоже надо находить, безусловно, варианты какие-то. Пока ни у того, ни у другого это не получается. Там, по-моему, с колена попытался сейчас Козлов нанести удар. Немножечко от сетки отслонили соперники. Эссенов, тейкдаун. Переводит. Да, и сразу, смотри, со спины хорошо закидывает ноги. Вот сейчас, да, Очень тяжелая ситуация для Козлова. Эссенов просто сверху навалился. Козлов пытается, сейчас блокирует руки. Нет, Эссенов руки еще встали в стойку. Снова в на борьбе, ножку. по-моему, кровь там у Козлова появилась. Похоже, бровь рассечена. Еще один тейкдаун. И снова на счету Эссенова. Козлов снизу. Эссенов. Снова, да, пытается работать сверху, быть активным. Оказывается, сопротивление Козлов. Смотрите, пытается, да, сопротивление оказывается, но ему тяжело. Эссенов своим напором, конечно, заходит довольно-таки легко. Поближе. Пошли удары пятка, да, в голову. Здесь Эссенов немножечко опережает. Здесь работает Вот, Эссенов. сейчас И опасное опасно. положение, На удушающий заходит Эссенов. Удушающий. Что, сможет он его удушить? Нет. Ну, заходить, да, это одно, еще надо провести, да, как говорится, этот Положение прием. очень хорошее, Но Душа. положение, Нет, да, нет, положение, нет. да, согласен с Руки тобой. расцепил. Ой-ой-ой, там кровь, там, по-моему, уже даже очень много крови. У Эссенова, по-моему, весь локоть там уже вот. Так, опять заходит, пытается опять удушить. Нет. Рассечение, видимо, очень сильное у Сергея. Очень зрелищный поединок. Да, такой первый кровавый бой у нас. Это только первый раунд. Но будет ли второй? Большой вопрос возникает. Сможет будет ли ли- Козлов восстановиться? Понятно, что врачи осмотрят и может просто запрет последует. Да, Конечно, да, здоровье от спортсмена прежде рассечения всего. тоже много зависит, насколько оно глубокое. Ну, Никит, ты, наверное, через это как боксер-то проходил и не раз. Да. Если рассечение слишком глубокое, Еще то один тейкдаун. Эссенов хороший. просто неудержим. Борьба Просто хорошая, давит, просто борьба давит. хорошего Вот. Эссенова. Правильное слово, берет напором. Вот. Ну, сейчас вот у Козлова две проблемы. То есть он и подустал, и в Да. том числе кровь уже, глаза Да, заливает. да, Видимость да. становится плохая. Положение довольно-таки критичное. Но Эссенов доминирует. Эссенов чувствует, да, в себе силы, чувствует вот эту уверенность. Пытается сейчас подобраться к сопернику Эссенов. Пошел в борьбу. Сейчас главная задача Козлова дожить до конца раунда и постараться восстановиться ко второму Так, раунду. там рефери, по-моему, вмешался. Сейчас что-то подправил. Продолжается поединок. Эссенов продолжает работать. Ну, пока, так скажем, раунд в одну кассу, Эссенов забирает. Ну да, вот да, тут, концовка. конечно, тут вообще никаких вопросов. И снова, да, Эссенов заходит за спину своему оппоненту. Гонг. Первый раунд закончен, сейчас Козлову Ну и нужно здесь восстановиться. тут, возможно, и даже секундантам надо подумать сейчас, а стоит ли, да, вот продолжать.
Да, сейчас нужно оценить состояние спортсмена, оценить, какое у него рассечение вообще, и принять решение, стоит ли продолжать бой. Но я думаю, он продолжит бой. Я думаю, сейчас он восстановится и продолжит бой. Ну, надо постараться, конечно, надо. Если чувствуешь, да, в себе вот этот адреналин, какую-то уверенность, конечно, надо продолжать. Да, вот врач появился. Ну, там похоже нос разбит. Да. Если разбит нос, то, в принципе, да, можно. Рассечение тут более такая тонкая штука, я бы сказал. Да, рассечение уже там смотрят по, так скажем, по сантиметрам, там, какое рассечение, стоит ли продолжать, потому что при большом рассечении есть возможность разрыва серьезного кожи, так что я думаю, все будет хорошо, бой у нас продолжится, да, бой продолжится, врач обработал. Ну что, будем смотреть сейчас. Восстановится ли Козлов? Эссенов заряжен. Да. Он как будто только легко размялся, готов продолжать свой активный натиск. Хотя сил, да, Никит потратил тоже немало этот боец. Да. Ну что, сразу выпускает Козлов. Очень серьезно. Идет Эссенов добивать. Потряс его Эссенов, хорошо потряс. И здесь тейкдаун от Эмирхана Эссенова. Это красиво, за это мы и любим ММА. Да, снова, да, на спине оказывается, Козлов. да, Козлов на спине, но на стиле. Пытается занять более, наверное, выгодную для себя позицию. Начинает отбивать ноги Эссенов своему сопернику. Да, сейчас, в принципе, Эссену торопиться некуда. Сейчас да, подобрать можно грамотно делать свое дело, да, доводить его. Вариант для себя подобрать, либо, да, стоя на ногах. Я бы, знаешь, Никит, что еще отметил? Здесь главное, наверное, Эссенову еще не увлечься, потому что всегда можно попасть на неприятный какой-нибудь... Да, как говорится, не зевнуть. Да, потому что, ну, масса примеров боевых единоборств, когда вроде вот он спортсмен лидирует, да, бац болевой, бац удар какой-то. Шальной может полететь. Даже вот в такой позиции. Пяткой можно в челюсть точно попасть и может быть... А здесь удушающий, похоже, Эссенов заходит. На удушающий, но здесь... Смотрит рефери. Идет борьба сверху Эссенов. Нет, не получается провести удушающий прием у Эссенова, но продолжает доминировать спортсмен из набережных Челнов. Козлова, да, терпеливый парень, очень терпеливый. Столько ударов он пропускал, уже задушить пытался 3 раза его Эссенов, но пока, так скажем, терпит. Сколько мужества у этого парня. Да, ждет своего шанса, возможно. Сейчас опять вот масса ударов. Да, сыпется. И удары, пытается обороняться Козлов. И здесь главное, чтобы еще активная оборона присутствовала. Это же на это тоже рефери смотрит. Ну, не знаю, пытается Козлов что-то сделать, пытается встать, вот, пытается показать, что он еще есть в нем силы, но тяжело, по лицу даже видно, тяжело. Эссенов продолжает просто наносить удар за ударом. Все, надо, рефери останавливает рефери бой. Эмирхан Эссенов одерживает победу. Очень красивый поединок. Да, очень красивый. Победу здесь, я так скажу, соперник попался очень терпеливо, долго терпел, но Эссенов очень много сделал для того, чтобы закончить бой досрочно. И здесь, знаешь, вот и Сергею Козлову просто огромная благодарность, огромное спасибо, уважение, да, ну и Эмирхан Эссенов, конечно, просто красавец. Довел дело до победы, сделал все, что было, наверное, в его силах, да, не допустил вот этих обидных каких-то ляпов, да, случайностей, все четко, все по делу. В принципе, себя показал хорошо как в борьбе, так и в ударке. То есть удары у него такие хорошие, плотные были, и боролся он довольно-таки уверенно. Переводил довольно уверенно. Ну, отличный, хороший боец, мне понравился. Меня зовут Чернышов Валерий Анатольевич, я являюсь руководителем клуба единоборств Хаджима Fight Club.
За моими плечами небольшой, но такой дорогой сердцу клуб единоборств, который я создавал своими руками, со своими близкими и друзьями, вплоть до возведения стен. На данный момент в нем занимается уже более 150 человек. Я всегда хотел бы создать что-то большее и никак не мог решиться, но численность желающих заниматься единоборствами росла с бешеной скоростью. Это и дало мне толчок расширяться. Хаджим Fight Club 2.0 – мое второе, теперь уже огромное детище. Площадью 370 квадратных метров. Мне удалось собрать здесь мощнейшую команду профессиональных тренеров. Продуманная эргономика пространства, то, что позволяет каждому гостю Хаджим Fight Club чувствовать комфортно во время тренировок и после них. Хаджим Fight Club соберет общество настоящего комьюнити для единомышленников, которых связывает идея стремления к большим достижениям, как стиля жизни. Ждем вас в нашем клубе Хаджим Fight Club. Лус! Давайте поддержим овациями бойцов. Ну что, возвращаемся. Продолжается награждение Эмирхана Эсенова. Ну и пару слов от победителя. Я опять защищаю свою команду и свою любимую команду «Золотая Орда». Они всегда рядом поддерживают меня. Все там добрые люди. Всем огромное спасибо. И брат, старший брат, родной. Салам алейкум, керки хатаб, социализм. Всем обмен, всем зрителям, кто делал, вас запереживал меня. Аллах размазал. И, Никит, я бы ответил, вот молодчик, да, часть на родном языке. Красиво. Да, достойно. Поздравляем спортсмена. Провожаем.